Добрый вечер. Меня зовут Михаил Антазов, я председатель правления Каспий Банк, и я в красных кедах. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня вечером. Мы хотели сегодня с вами пообщаться и поговорить о некоторых вещах, которые мы делаем, и показать именно вам и в первый раз. Для нас инновация — это когда мы находимся в ситуации вот так, и в то же самое время мы это же время могли бы провести в кругу близких, родных и друзей. Когда мы снова тратим свое время, это самое время мы могли, конечно же, провести вместе со своими друзьями. Что такое для нас инновация? Это когда мы видим процесс, который плохо работает, который нас расстраивает, который неэффективный, когда мы стараемся из этого процесса сделать что-то, что нас радует. Что нас может расстраивать? Нас может расстраивать некоторые вещи, которые связаны со временем, то есть когда мы слишком много времени тратим зря. Мне кажется, для нас время является самым драгоценным ресурсом, который у нас есть. Когда мы тратим деньги, в принципе, тоже зря, особенно в комбинации со временем, это тоже нас немного расстраивает. Ну и, конечно, когда мы тратим нервы, и нас это еще больше расстраивает. Ну и что такое для нас инновация? Это поменять. Для того, чтобы это сделать быстрее, чтобы это было выгодно и чтобы это было удобно. Большинство из нас или среди наших знакомых мы находились в таких ситуациях. Это абсолютно реальная ситуация, это ожидание времени, когда мы сидим, чтобы оплачивать наши счета. Какие счета мы, как правило, платим? Мы платим коммунальные услуги. И, кстати, некоторые города очень выгодно отличаются от городов, которые не имеют таких компаний, например, как Алсека. Алсека сделал огромную работу и консолидировал большое количество счетов для нас. Большинство из нас, включая меня, мы получаем один счет. Мы оплачиваем мобильный телефон, мы оплачиваем интернет, мы оплачиваем домашний телефон. Штрафы тоже нам иногда приходится оплачивать. По нашим расчетам, в среднем семья оплачивает 15 счетов. Мы тратим приблизительно около 2 часов в месяц на оплату счетов. 24 часа в год средняя семья платит на оплату счетов. На всю страну это 120 миллионов часов. С самого начала сказали, что у нас есть намного больше вещей, которые мы можем сделать в жизни. Я не думаю, что хотя бы кто-то из нас хочет стоять в очереди 2 часа и тратить на это время. Я думаю, что 2 часа мы могли бы посвятить близким, семье, друзьям, ну и, конечно, сделать большое количество других полезных вещей. Например, если бы мы сажали одно дерево каждый час, то это было бы у нас 120 миллионов деревьев. Шимбулак, 2011 год. Погибло 100 тысяч деревьев. Было повалено. Если бы мы каждый час хотя бы сажали одно дерево, 1200 раз мы бы обновили Шимбулак. 2 часа, потраченные в очереди, для каждого из нас бесполезное занятие. Но разговор не идет о том, что давайте не тратить 2 часа в коммуналке. Платежи вокруг нас, платежи у каждого, к сожалению, из нас являются частью нашей жизни, это массовый продукт, и каждая семья платит по 15 платежей, и в среднем сегодня тратит по 2 часа в месяц. Если мы посмотрим сегодня, как выглядит эта индустрия или этот процесс, как мы оплачиваем счета сегодня. Ну, во-первых, это банк. Я надеюсь, что большинство из здесь присутствующих уже не ходит в банк оплачивать счета, но вы не поверите, 90% людей ходят в банк и оплачивают счета. Банк или почту. А это у нас занимает 1 час и стоит 150 тенге. 150 тенге – это, в принципе, такая средняя цифра, которую мы взяли. На самом деле, в зависимости от счетов, может достигать и 200, и 300 тенге. Терминалы. Мы все оплачиваем через терминалы. Терминалы – это очень хорошая, удобная вещь, и их так много, что, в принципе, это занимает сегодня уже 10 минут, и в то же самое время стоит дорого. Это около 15%, и когда вы платите немножко большую сумму, это, в принципе, там 50 тенге фиксированная комиссия, которую вы оплачиваете. И онлайн-платежи. Я думаю, что большинство здесь присутствующих платит онлайн, экономит свое время и в то же самое время экономит деньги, потому что онлайн-платежи, в принципе, сравнительно дешевые, и это тоже занимает 5 минут, и в зависимости от сайта или компании, с которой вы работаете, это может занимать 5 минут и меньше. Во всяком случае, в среднем около 5 минут. Вот как пример счета, когда вы оплачиваете через терминал. Многие из нас не задумываются. В среднем где-то один счет обходится приблизительно около 50 тенге.
Если это пересчитать, то в Казахстане все платим 45 миллиардов тенге, мы платим в комиссиях за платежи и квитанции, которые мы оплачиваем каждый месяц. Это вот эти 15 квитанций в среднем, и это 2 часа. То есть за 15 квитанций и 2 часа, которые мы тратим в очереди, мы все вместе платим 45 миллиардов тенге. Но мы решили посмотреть на эту индустрию и на этот процесс, который мы посчитали, что работает неэффективно, следующим образом. Давайте разделим все это во времени. То есть у нас есть 1 час, 10 минут и 5 минут. За 1 час мы платим банк почта, за 10 минут мы платим терминал, и за 5 минут мы платим онлайн. Что касается без комиссии, потому что все это мы платим с комиссией. Большинство компаний или сервисов, которые существуют по платежам, без комиссии нету. То есть практически нету ни одного банка, ну или почты, где можно оплатить без комиссии, нету терминалов, где можно оплатить без комиссии, и нету онлайн, где можно оплатить без комиссии. Следовательно, мы подумали, что мы можем сделать с этим процессом и каким образом мы можем его улучшить. Ну, мы сказали, первое, конечно же, можно сделать без комиссии, банк или почта, то есть открыть как можно больше отделений. Ну, ничего интересного в этом нету, поэтому мы сказали, что это нам не интересно, никаких инноваций там нет. Времени это нам не экономит, нам все равно придется ходить в банки. И даже если не придется стоять в очереди, с которой все банки успешно борются, включая Каспий, и эта борьба постоянная, все равно нам придется идти в банк. Следовательно, нам это неинтересно, мы считаем, что там инноваций нет. Терминалы – очень хороший инструмент, который позволяет нам оплачивать наши счета. Мы сказали, что терминалы нам интересны. И, конечно же, онлайн. Все, что связано с онлайном, это облегчает нам жизнь, это можно сделать очень быстро, это связано с технологией, поэтому мы сказали, онлайн нам тоже очень интересен. 3 цели в результате мы поставили перед собой. Значит, первая цель, чтобы все, что мы сделаем, должно быть быстро. Второе, что все, что мы сделаем, должно быть выгодно. И третье, все, что мы сделаем, должно быть очень удобно. Когда мы говорим быстро, значит, должно быть за 1 минуту, а не за 5. Когда мы говорим выгодно, выгоднее, чем без комиссии, бесплатно быть не может. Следовательно, мы говорим без комиссии. И когда мы говорим удобно, это означает не выходя из дома или с работы. Следовательно, цель для нас мы сформулировали таким образом, что мы хотим сделать сервис, который можно сделать платеж за 1 минуту, без комиссии, не выходя из дома. Каспий, кстати, это один из немногих банков, который не принимает коммунальные платежи в своих отделениях. Это было одним из первых решений, которые мы сделали в 2007 году, если я не ошибаюсь. И, в принципе, мы считаем, что инноваций там мало. Следовательно, мы сказали, что мы идем в терминалы, и мы сказали, что мы идем в онлайн. Мы начали с 20 тысяч платежей и увеличили до 282, более чем в 10 раз количество платежей, которые принимаются в месяц. В мае 2013 года мы приняли от казахстанцев 282 тысячи платежей. И в мае мы начали инвестировать еще больше в наш бизнес, и уже в мае 2014 года мы приняли 4 миллиона платежей. 4 миллиона платежей, что у нас случилось в мае 2013 года? Вот в мае 2013 года мы запустили терминальную сеть. Это единственная терминальная сеть в Казахстане, которая принимает платежи совершенно без комиссий. 4 миллиона платежей – это 2 платежа в секунду. Мы принимаем сейчас, мы растем приблизительно 20-30% в месяц. Следовательно, в следующий раз, когда мы с вами увидимся, я думаю, что это будет намного больше платежей. 27 миллионов платежей мы приняли за все это время на 12 миллиардов тенге. И если мы пересчитаем на время, которое мы сэкономили пользователям наших услуг, мы сэкономили 3 миллиона часов. Но самое главное, что мы сэкономили 1,5 миллиарда тенге. 1,5 миллиарда тенге, 27 миллионов комиссий на сумму 12 миллиардов через 3000 терминалов. Наши клиенты не тратят время, не платят комиссии. Наша цель, чтобы мы стали самой большой терминальной сетью в Казахстане, которая принимает самое большое количество платежей. Наша цель – это где-то сентябрь-октябрь и 5000 терминалов по всему Казахстану. Платеж за 1 минуту без комиссии, не выходя из дома. Мы сказали, конечно же, это невозможно без интернета и без технологий. Поэтому мы запустили Kaspi KZ 1.0. Kaspi KZ 1.0 – это наш сайт по платежам, через который возможно оплатить большое количество услуг
ваших регулярных платежей совершенно без комиссии, не выходя из дома. И очень часто не вставая с дивана, если вы платите через таблетку или лэптоп. Сделали мы это только для клиентов Каспи. Запустили этот сервис где-то в середине 2012 года и сделали доступным только для клиентов Каспи. Для клиентов Каспи это означает, что нужно было иметь один из наших продуктов, и тогда в этом случае вы могли зарегистрироваться и пользоваться этим сервисом. Сервис набирал и до сих пор набирает большую популярность, и мы уже имеем 522 тысячи зарегистрированных пользователей. Мы, конечно, ничего этого не могли бы достичь без наших партнеров, и с нами работает более 200 поставщиков. На самом деле эта услуга, она очень интересна и компаниям, с которыми мы работаем, потому что это дополнительные возможности без лишних сложностей принимать платежи за свои услуги. Самое главное, это, конечно же, клиенты. И мы имеем большое количество позитивных отзывов от наших клиентов по поводу того, что им нравится кошелек, через который можно пополнять, то, что можно платить без комиссии, то, что можно платить, ну, ни в одном банке это тоже интересный аргумент, но хочется увидеть что-то предметного. Да? Предметное — то, что удобно, просто. Один из самых интересных комплиментов, я помню, для нас был то, что кто-то написал: вы знаете, мы заходим на Kaspi.kz, а все написано почему-то большими буквами, нету ничего лишнего и очень мало текста. Вот это было, наверное, одним из самых больших комплиментов в момент запуска для нас, потому что как раз наша цель, чтобы у нас было как можно меньше текста, чтобы у нас был абсолютно минимальный дизайн и только то, что нужно специально для выполнения одной единственной функции – оплатить платеж за 1 минуту без комиссии. Большое количество клиентов, количество которых растет. И ну, что еще можно сделать? Комиссии нету, в принципе, все довольно понятно и просто, но мы все-таки задали себе вопрос, что еще мы можем сделать для того, чтобы этот сервис стал для нас еще больше, еще лучше, и особенно предоставить возможность этому сервису развиваться как можно больших масштабах. Поэтому мы задали себе 3 вопроса и нашли, следовательно, 3 ответа. То есть первое, это мы сказали, что надо дать возможность платить всем. Вот, соответственно, начиная с завтрашнего дня Kaspi.kz будет иметь новый функционал, который заключается в том, что вы можете оплачивать с любой карты любого банка. Главное, чтобы карта была подключена к интернет-платежам. И вы также можете платить через Kaspi кошелек, через 3000 терминалов, которые есть у Kaspi по всей стране. Вот. Второе, что мы себе сказали, это казахский язык. Вы знаете, к нашему большому изумлению, мы посмотрели большое количество сервисов, которые есть в Казахстане, мы не нашли практически ни одного полноценного сервиса по платежам на казахском языке. Простота не имеет границ, вот, поэтому мы сказали, что мы можем упростить, мы добавили несколько функций, сделали более интуитивный дизайн, ну и, конечно, когда мы думаем о наших сайтах или о онлайне, мы говорим, что даже коммуналку можно платить красиво. Хороший, простой, минималистический, красивый дизайн, и мы очень надеемся, что нашим пользователям он понравится, а мы в свое время будем получать обратную связь для того, чтобы мы улучшались. Вот, следовательно, у нас есть для вас Kaspi.kz 2.0, который мы хотели бы вам показать сегодня. Вот как он у нас сегодня выглядит. Я думаю, что мы можем перейти к демонстрации. Я надеюсь, что нас не подведет ограниченный доступ, который мы создали специально для сегодняшней презентации с вами. Наша IT очень серьезно относится к вещам, которые связаны с безопасностью. Я сейчас что-то не то сделаю, и их инфаркт ударит. Значит, это наш сайт. Вот так он выглядит у нас. Это домашняя страница. Следовательно, мы сделали несколько интересных сообщений, на которые, в принципе, вам говорят, что можно сделать. Если вы хотите узнать более подробно о сервисах, которые предлагают платежи, вы можете ознакомиться с некоторыми дополнительными вещами, которые очень важны про Kaspi.kz. Например, конечно же, есть вещи, которые связаны с безопасностью. У нас сайт сертифицирован DigiCert и в соответствии с стандартами Visa, поэтому мы потратили на это большое количество усилий. Кроме этого, мы работаем через подтверждение SMS, поэтому это позволяет получить дополнительное удобство и гарантию, и возможность вам, конечно же, одобрять свои платежи в случае, если вы в чем-то не уверены или хотите что-то исправить. Вот. Гарантия Kaspi подразумевает, что вы можете распечатывать квитанции.
6 миллионов платежей мы сделали на Kaspi KZ, это только Kaspi KZ, всего мы сделали 27 миллионов платежей, включая терминалы. И есть, конечно, Kaspi кошелек. Kaspi кошелек можно пополнить через 3000 терминалов, которые у нас есть. Ну, давайте мы с вами можем зайти на наш сайт. Следовательно, я набираю пароль. Вот это наш сайт, как он выглядит после регистрации. Следовательно, в принципе, он очень удобный, интуитивный, ничего лишнего здесь нету. Вы увидите поставщиков, которых можно оплачивать. Этих поставщиков более 200, и мы увеличиваем их постоянно и каждый месяц. Здесь у вас есть быстрая оплата. Быстрая оплата подразумевает, что вы можете оплатить быстро, не вводя дополнительную информацию. Вы это сделали уже один раз, поэтому вы, в принципе, можете сделать это еще раз без лишних усилий. Ну и, конечно же, история платежей, которая вам сохраняется для того, чтобы вы могли возвращаться к ней постоянно. Вы также можете историю платежей сортировать в зависимости от периода, на который вы хотите посмотреть. Ну, можем ради примера оплатить телефон. Вот это такой интересный телефон довольно-таки. 100 тенге. Что очень хорошо, что есть выбор, откуда вы можете платить. То есть, следовательно, вы можете платить с кредитной картой Kaspi, вы можете платить с карты любого банка, в этом случае это зарплатная карта для тестирования. Вы можете Kaspi кошелек, и вы можете, самое уникальное, что есть у нас, чего нет у других, вы можете с депозита оплачивать свои счета. Это очень полезный функционал, тем более, если депозит, который вы можете постоянно пополнять и снимать, вы представляете, у вас на депозите деньги, вы можете оплатить в любой момент, а потом после этого его снова пополните. Заодно, если вы хотя бы 15 дней продержали свою зарплату, вы заработали проценты. И вы можете, конечно же, подключить карту любого банка. Самое главное, чтобы эта карта была открыта для интернета. Вот я оплачу ее с кредитной карты. СМС-подтверждение для нас является источником безопасности. Он позволяет нам... Я вот только что получил СМС 2658. Все, я оплатил. Мобильный телефон. Кстати, я не знаю, как вы, но я глубоко верю, что наша квитанция выглядит красивее, чем сайты многих других банков. Вы можете вернуться на платежи, кроме того, что вы можете также оплатить некоторые другие услуги, которые у вас есть. Например, я могу оплатить Alseka. Я, в принципе, быстренько покажу, что это значит. Вот Alseka. Это полностью весь счет. Вы можете менять любые цифры, можете соглашаться с уплатой чего-то, можете не соглашаться. У вас цифры автоматически меняются. Вот, и в результате этого вы можете подвести свои счета под ваши возможности. Есть ситуации, когда, может, вы не хотите полностью оплачивать. И вы точно так же можете оплатить свои коммунальные услуги, подтверждаем платеж, потому что он меньше минимальной суммы, на которую может приходить СМС. Вот, спасибо большое, вы уже оплатили эту квитанцию. Если мы пойдем в историю платежей, у нас есть возможность распечатать свою квитанцию. Если вам нужно для большего комфорта иметь квитанцию в распечатанном виде от Kaspi Bank. Но, как я говорил, это совершенно не обязательно. Следовательно, быстрая оплата истории платежей, 200 поставщиков, которых мы увеличиваем постоянное количество. Вы можете выбрать любой регион, если вы не с Алматы, и, конечно же, оплатить. Ну, у нас есть функционал для наших клиентов, который я могу очень коротко затронуть. Это ваши финансы. Вот, следовательно, у вас есть несколько продуктов, максимальное количество продуктов может быть разное. В данном случае кредитная карта, зарплатная, депозиты и кошелек. Вот, вы, следовательно, можете увидеть все свои счета. Вот, вы можете их сортировать по периодам, когда вам угодно. Если у вас есть в процессе обработки, это означает, что вы по кредитной карте сделали операцию, и просто эта операция пока не подтверждена. Депозиты. Вот, следовательно, у нас есть уникальный функционал, что вы можете платить с депозита, поэтому депозит для платежей является таким постоянно пополняемым, с которым можно оплачивать всегда. И у нас очень красивый функционал по сколько вы входящий остаток, пополнение, вот сколько у вас начисленных процентов, но здесь изъятий по депозиту не было. И, следовательно, все ваши транзакции, которые у вас были в депозите. Ну и кошелек. Кошелек вы можете пополнить всегда в любом из 3000 терминалов и оплатить любую из услуг из наших 200 партнеров. По-моему, мне заняло 10 минут рассказать про Kaspi KZ и 1 минуту сделать платеж. Это наш казахский сайт, абсолютно равноценный сайту, который у нас на русском языке. Вот, следовательно, весь функционал
который у нас есть на сайте, полностью поддерживается на казахском. Мы постарались в том случае, если есть логотипы, мы даже логотипы перевели. Для того, чтобы у нас был полностью полноценный сайт на казахском языке. Таким образом это работает. Очень простой сайт. Вот, мы его будем постоянно расширять. Мы очень надеемся, что вам это все понравится, будет классно, приятно. И самое главное, это платежи за 1 минуту, без комиссии, не выходя из дома. А в будущем еще, надеемся, не уходя со своего дивана. Мы, конечно же, запускаем рекламную кампанию в связи с нашим Kaspi.kz. У нас будет несколько интересных роликов. Нам очень хочется, чтобы вы были первыми, которых посмотрите. Завтра начинается наша новая рекламная кампания, поэтому у вас возможность посмотреть один из роликов прямо сегодня вместе с нами сейчас. Можно видео, пожалуйста? Добрый день. А кто с коммуналкой? Вам тут как минимум полчаса еще сидеть, а хотите провести время приятнее, да еще и оплатить успеть? Но придется бросить очередь. Кто-нибудь? Я? Ваши полчаса начинаются. А теперь разберемся с коммуналкой. Регистрируйтесь. На Kaspi.kz через интернет можно оплатить все. Когда не думала, что платить за квартиру может быть так приятно. Коммунальные платежи без очередей Kaspi.kz. Завтра с утра уже у всех будет этот сайт. Мы очень надеемся, что мы не подведем наших клиентов, оправдаем ожидания. И мы сделали очень много, чтобы продукт работал именно так, как мы его задумывали. Вот, спасибо всем ребятам, которые помогали, работали день и ночь. И очень надеемся на вашу обратную связь, потому что мы каждый раз смотрим на то, что мы можем улучшить. И самое главное, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что большое количество инициатив, которые вы будете видеть от нас, и это наша одна из первых встреч в таком формате. Мы очень надеемся, что у нас получится организовать еще несколько встреч в будущем, и мы каждый раз будем вам рассказывать классные вещи. Но одна из вещей, которую мы начали буквально 2 года назад, и продолжаем с нашим новым продуктом Kaspi.kz 2.0, это дать казахстанцам возможность платить без комиссии за 1 минуту, не выходя из дома и работы. И все это время, которое остается, которое не тратится, экономится, потратить на свою семью, на своих друзей и на другие полезные вещи. Такое огромное количество классных вещей, которые мы хотим с этим временем сделать. Я очень надеюсь, что мы сэкономим много времени, и все наши клиенты будут тратить это время на очень полезные и ценные вещи для себя. Спасибо вам большое.